Другим темам глава республики провел заседание по вопросам экономической и социальной стабильности Якутии. Так, в текущем году будет продолжена работа по основным направлениям антикризисного плана 2015. В первую очередь это относится к стабилизации работы 69 системообразующих предприятий, организации досрочного завоза топливно-энергетических ресурсов, поддержки коммунального комплекса. Сохранится благоприятная налоговая среда для субъектов малого и среднего бизнеса. Будет продолжена приоритетная поддержка сельского хозяйства, возмещение затрат на авиаперелеты. Рассмотрев ситуацию по проблемным зонам, Егор Борисов подчеркнул важность концентрации ресурсов по приоритетным направлениям. В этой связи для укрепления финансовой дисциплины в скором времени пройдет расширенное совещание с распорядителями и получателями средств. По мысли главы Егора Борисова, ключевым инструментом реализации принятых мер является надзор со стороны населения Якутии. На неделе парламент республики на очередном пленарном заседании рассмотрел 76 вопросов. Если остановиться на основных, то ряд муниципальных образований уже, возможно, в этом году применят на практике один из принятых законов, внесенных к рассмотрению в первом чтении. Кроме того, почувствуют себя более уверенно инвесторы, резиденты ТОСР Кангаласы и, наоборот, взглянут по-другому на родительство нынешней мамы и папы и те, кто собирается ими стать. Помимо этого, депутаты обсуждали законопроект по капремонту, сухому закону в поселках и объединению улусных администраций с райцентрами. Обо всем по порядку и подробнее в материале Юлии Михайловой. Несмотря на внушительный пакет проектов законов, других вопросов, парламент справился с работой рекордно за один день. Причина была проста. Прекрасная половина парламента принимала участие на следующий день в работе съезда женщин. Но главное – результаты работы. Итак, главой республики внесен ряд законодательных инициатив по изменению структуры государственного управления исполнительной власти республики. Так введены новые должности. Первый заместитель председателя правительства – министр, заместитель председателя правительства – министр. Это продиктовано необходимостью экономить бюджетные средства. Кроме того, будет проще координировать работу управленческого аппарата. Среди социальных законопроектов отметим, что в режиме первого чтения изменена статья 2 Закона Республики об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории республики. Речь идет о компенсации затрат по взносам на проведение капитального ремонта в многоквартирных жилых домах одиноко проживающим гражданам, достигшим 70 лет, возмещение половины затрат и 100% возврат средств 80-летним гражданам. Наша задача сейчас выявить в вопросном порядке, да, значит, тех, кто проживает одиноко, тех, кто вот именно проживает в семьях, но достиг этих, кто проживает в многоквартирных домах, и, соответственно, осуществить финансово-экономический расчет этого законопроекта. По предварительным данным, на реализацию данного законопроекта предполагается из программы, который уже существует без дополнительных расходов, значит, порядка 4-5 миллионов рублей в год. Впервые парламент рассмотрел и даже принял инициативу общественников. Это закон об ответственном родительстве. Есть масса других законов, нормативных правовых актов, которые регулируют и семейные отношения в целом, права детей, ребенка, родителей и так далее, и так далее. Но вот эта моральная норма, которую мы зафиксировали в нашем республиканском законе, вот эта вот норма, мы считаем, что она лишней не будет. Еще одна инициатива снизу. Это целый пакет проектов законов, инициированных муниципалитетами. Всего их поступило 15. И теперь в 18 селах республики продажа алкоголя будет под запретом. Это не значит, что в этих селах нельзя будет употреблять алкоголь, но приобрести его станет не так-то просто. Работе МСУ такое решение может принести дополнительно 10 баллов. И на слеге могут вполне рассчитывать на получение гранта на благоустройство в размере 4,5 миллиона рублей. Деньги для небольшого поселения не лишние. Если ты отказался от алкоголя, тебе в приоритетном порядке выделяются определенные денежные средства на развитие культуры, досуга населения, спортивных мероприятий. Но это нормально. И еще одна инициатива на этот раз принята в отношении самих муниципальных образований.
Уже в этом году внесенные поправки в закон республики о местном самоуправлении могут применить в Тикси, Булунском районе, поселке Черский, Нижнеколымском и поселке Сангар, Кобяйском районе. Здесь предстоят выборы глав муниципальных поселений. И если депутаты и района, и поселения примут обоюдное решение об объединении администраций, то глав поселков, сел, районных центров изберут из числа представительных органов этих поселений, а глава муниципального района будет руководить объединенной администрацией. Это возможно только в том случае, если депутаты районного совета и депутаты поселкового совета примут решение о внесении изменений в свои уставы, и в уставах будет прописано, что они переходят на структуру, где будут применять объединенную администрацию. При этом остаются и глава муниципального района, такая должность остается. Остается должность и глава поселения, но в новой редакции мы предусмотрели, что глава муниципального района также будет руководить этой объединенной администрацией, а глава поселения в соответствии с федеральным законом может только входить в состав поселкового совета, скажем так, и руководить этим поселковым советом. Поэтому предусмотрена процедура избрания такого главы из числа депутатов, скажем, поселкового совета. Итак, плюсы при объединенной администрации. Муниципалитеты сберегут свои деньги, не будет дублирующих функций, власть станет более доступной и определенной. Прекратятся междоусобные конфликты. Делить попросту станет нечего. Казна станет общей. Предполагается, особенно на первом этапе, объединить численность и муниципальной администрации, и муниципального района, и поселения. И, скажем, в этом случае в выигрыше остаются работники поселковой администрации. Почему? Потому что они становятся работниками районной администрации. Естественно, в районной администрации уровень заработной платы немножко выше. Безработица в этом случае не предусматривается, и, конечно же, можно будет сконцентрировать лучших специалистов в районной администрации. Между тем, по мнению ряда глав муниципальных образований, объединение администрации грозит завалом в делах. Если у нас в Вилюйском улусе проживает около 25 тысяч человек по переписи, официально по переписи в Вилюйске 10 528. Фактически проживает около 13 тысяч. У меня в администрации 11 работников работает. Так? И в основном вот здесь есть моменты, которые, ну вот, например, по земле. С 1 марта 2015 года полномочия по земле отдали на уровень муниципалитетов, так скажем. А вот эти вопросы как будут прорабатываться? Плюс в УЛУСе, я посмотрю, у них тоже нагрузка очень большая. И у нас 11 человек работает. Очень много текущих моментов, заявлений и так далее. Вот еще один момент, что, например, земельные вопросы, потом участки многодетным семьям мы теперь раздаем, а не УЛУС, и так далее, и так далее, и так далее. Маленькие поселения будут иметь главу, а город Вилюйск, ну или там Среднеколымск, ну, Якутск это городской, наверное, как он туда, не знаю, войдет, не войдет, Нюрба, Ленск, они же большие города, Нерюнгри, Мирный. Поэтому я считаю, это преждевременно чуть-чуть. Напомним, процесс объединения районных администраций с райцентрами стал еще возможным и раньше, со вступлением в силу 1 января 2011 года изменений в 131 федеральный закон о местном самоуправлении. Тогда пионерами в республике могли стать ленчане. Но депутаты города Ленска вначале согласились объединиться, но потом раздумали. Внесенные поправки в закон республики о местном самоуправлении только приняты парламентом республики, но они не обязывают органы МСУ срочно объединяться. Дело это добровольное. Юлия Михайлова специально для программы «Якутия. День за днем».